Сегодня мы поговорим о причинах отказа в получении ВНЖ в Турции и о порядке действий в этой ситуации. Иностранный гражданин может обжаловать решение об отказе в получении вида на жительство в течение 60 дней с момента получения уведомления об отказе. Для этого он должен подать иск в административный суд той провинции, в которой был получен отказ. Иностранный гражданин должен покинуть Турецкую Республику в течение 10 дней с момента получения уведомления об отказе. Какие же самые распространенные причины для получения отказа в виде на жительство? Во-первых, чаще всего иностранец не соответствует условиям того типа ВНЖ, на который он подает. Например, у него нет медицинской страховки, или же нет возможности доказать достаточный и регулярный доход для проживания на территории Турции, или же кандидат представляет угрозу для национального порядка и общественной безопасности. Также имеет большое значение, если в истории выездов-въездов кандидата есть прецеденты просрочки визы, запрета на въезд в страну, депортации и так далее. Часто незаконное пребывание на территории Турции на момент подачи на вид на жительство может являться веским основанием для отказа. Хорошая новость состоит в том, что если иностранец в течение 10 дней дисциплинированно покинул страну, то в дальнейшем он может въехать в Турцию в качестве туриста и попробовать подать уже на другой тип вида на жительство, так как иностранный гражданин не может подавать в течение 6 месяцев с момента отказа на тот же самый вид на жительство, в котором ему было отказано. А уже по истечению срока в 6 месяцев иностранец может заново попробовать подать на интересующий его тип ВНЖ, учитывая, естественно, причины, по которым ему отказали в предыдущий раз. Уважаемые наши зрители, делитесь в комментариях своим опытом. Отказывали ли вам когда-нибудь в получении вида на жительство? По каким причинам? Оспаривали ли вы это решение? Мы ждем в комментариях ваши ответы. Всего вам доброго. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте мне лайк. До встречи в следующих роликах.